Для меня 2000-е годы это стали годами не только образования я так думаю, все-таки современного нашего белорусского общества, но и образования моей собственной семьи, моего собственного развития, потому что в 2000 году мне исполнилось 24 года, были пройдены университет, все различные курсы разнообразные. К тому времени уже было несколько лет опыта игры в «Что, где, когда» на турнирах, в том числе на телевизионном брейн-ринге в Москве. И для меня, как мы знаем, что 2021 год, он же начался 1 января 2001 года, да, не 2000 года. И вот именно в 2001 году я попал в московский элитарный клуб «Что, где, когда», и с тех пор телевизионные съемки «Что, где, когда» стали неотъемлемой частью моей жизни. И мало того, как раз таки в течение нулевых годов ровненько, мы после подготовки, которая длилась несколько лет, открыли в Беларуси белорусский телевизионный клуб «Что, где, когда». Это было такое начинание совместно с телеканалом ОНТ. И, в общем-то, можно сказать, что до сих пор вот этот клуб жив, здоров и здравствует. Уже вот у нас 11-й сезон сейчас идет. И поэтому для меня нулевые годы были во многом определяющие вот в такой вот телевизионной жизни. В бизнес-жизни я тоже развился как профессионал, стал руководить достаточно крупными по белорусским меркам компаниями и продолжаю это делать и сейчас. Поэтому можно сказать, что для меня такие нулевые, скорее, вот, лично в моем понимании, это определенно такая кузница моей жизни. Наверное, так получилось. Знатоки ось у 2000-х, хто гэта былі, наколькі гэта паважаны статус быў? Вы знаете, знатоки в 2000-м был такой определенный переходный период, когда в конце 90-х, начале нулевых годов были команды, которые создавались в начале 90-х, вот уже такая там определенная гласность была, не было каких-то там никаких ограничений телевизионных, и были созданы такие многочисленные команды старшего возраста. И новое мое поколение знатоков, на тот момент молодых, пробивала себе дорогу буквально таким образом, что в каждой из взрослых команд было буквально по одному, по два знатока молодого поколения. И в итоге вот 2000-е знаменовались тем, что телегруппа московская это осознала и стали делать такие сборные команды из знатоков. То есть когда из команд вытаскивали знатоки поколений, следующих поколений, и из них пытались сформировать какой-то боеспособный коллектив. Собственно, именно так я и попал в московский элитарный клуб, потому что на тот момент в каждой из взрослых команд были свои звездочки. Михаил Мун, Дмитрий Коноваленко, там, Рошан Аскеров себя там в те годы неплохо проявлял. И понятно было, что нужен какой-то вот молодой капитан для них, для всех. А где его взять? Потому что там такие уже корифеи, как Виктор Ситнев, там и другие, там Алексей Блинов и так далее. И поэтому был вот целый такой конкурс объявлен в московском телеклубе, и было приглашено на 5 готовых знатоков. Был такой отсмотр капитанов команд, если можно сказать. И вот этот смотр я прошел. Он как раз совпал с днем моего 25-летия. Это было в сентябре 2001 года. С тех пор вот эта команда Мухина появилась, которая до сих пор такой уже определенный бренд, наверное, в телеклубе есть. Самого себя как-то хвалить не очень хочется, почему именно я стал капитаном, но мне кажется, что все-таки сыграла роль тот момент, что в 90-х жизнь меня потрепала так неплохо, надо было становиться на ноги. Я так всю жизнь продвигался без чьей-либо там поддержки, там никаких там у меня там мохнатых лап никогда в жизни не было, еще чего-то. И, наверное, это закалило какую-то внутреннюю твердость. А в режиме стресса, ведь прямой эфир это стресс, когда ты играешь в прямом эфире, и у тебя есть буквально минута найти правильный ответ, можно сказать, что, наверное, какая-то такая закалка внутренняя была. Может быть, это меня чем-то отличило от каких-то других капитанов, которые претендовали тогда на роль капитана команды. У 2000-е знатокі за паспяховыя гульні маглі атрымаць нейкую грашовую узнагароду? Да, денежное вознаграждение были вместе с хрустальными совами. Конечно, это было не то, что происходило на периоде конца 80-х, 90-х годов, когда знатоки могли, в принципе, это тогда называлось интеллектуальное казино, да? И каждый знаток мог ставить ставки, фишки или прям живые деньги в любой из секторов. Если он выпадал, тогда эта ставка играла, там деньги удваивались и так далее. Прям как в настоящем казино. И тут Владимир Яковлевич Ворошилов по этому поводу говорил так всегда, что когда это стало первым местом в бывшем Советском Союзе, где легально можно было, как он говорил, зарабатывать деньги своим собственным умом, легально поставить фишки и легально получить от банка-партнера за это какое-то денежное вознаграждение.
А вот в 2000-х годах, как раз-таки, когда деньги стали вручать вообще на любом шоу любого канала, что когда и тут отстроилось от всех, это была первая программа, где деньги перестали вручаться вместе с выигрышами. И по большому счету, когда я пришел в клуб, то можно было там немного заработать денег. Почему немного? Потому что все равно приз командный делился на всех, только если ты получал хрустальную сову. Поэтому это скорее не про деньги, это скорее про какую-то самореализацию, про какое-то может быть, какое-то саморазвитие, я бы сказал, потому что ну, все-таки с каждой новой игрой в клубе ты подчерпываешь что-то новое, что-то интересное для себя. Я, конечно, всегда официально на этот вопрос отвечаю, что хрустальные совы всегда находятся в банковской ячейке. Хотя на самом деле, конечно, особенно если мы знаем, что у нас какой-то прием дома, к нам приезжают какие-то там дальние знакомые, которые редко у нас в гости бывают, конечно, хрустальные совы доставляются домой и стоят на самых почетных местах, потому что, ну, я считаю, что это достаточно уникальная история. По большому счету, на текущий момент в Беларуси физически находится только 2 хрустальные совы, ну, не считая телезрительских, да, потому что телезрители из Беларуси тоже завоевывали в Москве эти награды. Но знатоки, получается, только я и Валентина Голубева. Но Валентина Голубева находится физически в городе Москва и живет там уже много лет, поэтому вот можно сказать, что вот мои 2 совы это и есть вот наши белорусские хрустальные совы. Наверное, яркие для меня лично моменты, это моменты не тогда, когда я выбирал из 2-3 равнозначных версий правильную, а скорее те вопросы, на которых команда не до конца могла найти правильный ответ. Вот в правильном направлении думали, но ответ найти не могли. И я уже включался не как капитан, а как игрок. С точки зрения игры это очень плохая история. То есть желательно, чтобы капитан оставался капитаном. То есть, ну, если капитану приходится... Это как когда вратарь начинает бегать по всему полю, это означает, что команда, наверное, не очень хорошо играет. Потому что когда команда играет хорошо, вратарь стоит и охраняет ворота, то, чем он должен заниматься. Да? Также и капитан. Когда капитан начинает генерировать версии, придумывать правильные ответы и так далее, это, ну, на мой взгляд, не совсем профессионально с точки зрения команды. Но, тем не менее, пусть даже не профессиональные моменты, но эти моменты наиболее запоминаются. Ну, вот, например, вопрос про дворники на машине вот из летней серии игр этого года. И когда мне вручали летом этого года вторую в моей жизни хрустальную сову в Москве, как раз-таки вот и упоминал ведущий, что вот эта догадка, мы считали, что этот вопрос очень сложный, вот команда не могла догадаться, а вот Олесь, сам капитан, еще и догадался до правильного ответа. Ну, вот такие, конечно, моменты запоминаются на всю жизнь. На самом деле отличий больше, чем сходства, не считая того, что правила игры почти одинаковые. Почему почти? Потому что формула сезона у нас другая. Внутри игры мы добавляем какие-то свои фишечки, которых нет в России в материнской программе. Очень много зрителей отмечают то, что у нас немножко другая атмосфера внутри игры. Это же говорят и те наши белорусские знатоки, которые играют и в Беларуси, и в Москве. Отмечают, что у нас более такая дружественность, что у нас все-таки вот тот самый дух клуба, который, ну, все-таки это же утилитарный клуб, что где когда, да. И я стараюсь очень трепетно вот эту атмосферу клубности поддерживать. А клуб ведь это не просто про пришел, сел за стол, сыграл, проиграл, выиграл, а и поддержка внутри коллектива, да, внутри одной команды. Дружба между разными игроками разных команд. Ну и, например, такое базовое отличие, все-таки мы всегда старались опираться на собственные, как говорили там в Советском Союзе, на собственные кадры. У нас нет приглашенных звезд московского либо других клубов «Что, где, когда», а те звездочки, которые загораются у нас, потом очень ярко себя проявляют, в том числе на Первом канале в игре. То есть, скорее, это они у нас берут кадры, которых мы тут воспитали, и уже у себя там они превращаются в звезд Московского канала. То есть это и Алена Повышева, и Антон Иоков, и Вера Рабкина, и Даша Шевцова. Это те ребята, которые именно в Беларуси начали свой телевизионный путь. То, где когда, в том числе телевизионное, это хобби на самом деле. Это не профессия. Ну, для меня это частично стало профессией, потому что все-таки я как бы из знатока такого общероссийского, да, переквалифицировался в ведущего белорусской телеверсии. И поэтому для меня это уже какая-то часть работы, потому что это уже прямо отдельно у меня телекомпания, которая вот занимается «Что, где, когда», где круглый год работают люди, принимают зрительские вопросы, обрабатывают их круглогодично. Да, то есть это такой процесс прям постоянный рабочий. А так, в принципе, для знатоков в первую очередь это тусовка, это способ самовыражения, это возможность вот так вот с обрыва прыгнуть с веревочкой. Но вот среди знатоков очень мало экстремалов. Вот я, например, вообще перестал экстремалить вообще после эфиров Первого канала. Мне нет желания ни прыгать с парашютом, ни там где-нибудь там ходить над пропастью, ни еще чего-нибудь. То есть то, что хочется делать, там не играть в казино тем более, да, то, что хочется делать простым людям, которым не хватает в жизни адреналина. Это
адреналин безумный. И спроси любого знатока телеклуба, хочет ли он еще сесть за стол. Ну, 99 из 100 точно ответят, что просто хотят. Такой своего рода, знаете, как интеллектуальный наркотик. В 2000-х годах, если ты осознал хоть какую-то бизнес-тему и бизнес-тематику, зарабатывать деньги было намного проще, чем сейчас. Связано это не потому, что сейчас люди как-то более умные стали, тогда были более глупые, или там что-то там еще. Дело даже не в этом, а дело в том, что тогда только формировались цепочки ценностей и событий, которые сейчас есть в Беларуси. И сейчас вот современные экономические, по крайней мере в частном бизнесе, где я работаю, условия, они абсолютно практически идентичны с зарубежными самыми передовыми аналогами, европейскими, американскими. То есть нет понятия безумных заработков. Происходит, например, вот на рынке продуктов питания, где я тружусь последние 10 лет, происходит очень активное сращивание производителей непосредственно с конечными магазинами, где потом потребитель может прийти купить товар. То есть прослойка дистрибьюторов, прослойка посредников, прослойка чего-то еще очень быстро исчезает. Точно так же, так как все-таки люди в нулевые сумели поднакопить деньги, и самые умные, толковые из них их не потратили к современным дням, да, нашим, происходит очень большое инвестирование. То есть сейчас я просто себе не представляю никакую тему, которую бы тут же не подхватило 15 конкурентов. То есть, грубо говоря, как мы когда-то говорили, все, что придумывается в мире, потом копируется в Турции, да, а сейчас мы так уже много лет про Китай говорим. Вот сейчас очень много копируется в Китае. Так вот, я могу сказать, что сейчас таких китайцев сплошь и рядом, каждая вторая компания — это такие мини-китайцы. То есть все сейчас очень внимательно смотрят друг за дружкой, где же что происходит на рынке, и тут же возникают аналогичные продукты. То есть сейчас пороги входа в бизнес очень сильно снизились за счет именно того, что все мучительно пытаются выжить, поэтому все диверсифицируются, пытаются освоить смежные бизнесы, смотрят у кого что есть и пытаются сделать то же самое. Поэтому сейчас работать на порядок тяжелее, а зарабатывать деньги такие более-менее неплохие на 2-3 порядка тяжелее, чем это было много лет назад. Ну и рынок сам по себе упорядочился, кроме всего прочего. То есть возникли правила игры, и мы очень характерно это видим. Я думаю, что из 10 успешных компаний нулевых сейчас в 2020 в лучшем случае компании 2 войдет. То есть 80% бизнесов просто либо закрылось, либо укрупнилось. Дякую. 5 минут, и вот, у нас осталось еще 5 минут. Я бы хотел попытаться попроще говорить о нулевых, просто восстановить ваше время. Что вы читали, какие книги торкали, что вы слушали, какой мобильный телефон первый появился, когда. То есть немножко очень такие Бытовых? Ну давайте пару минут. Немножко восстановит просто эпоху. Давайте пару минут поговорим, да. Можно начать с технологий, то есть интернет, мобильный телефон. То есть Ну так, тоді тільки как почали появляться на уровне сотовые эмоций, нормальные. воспоминаний, просто вот, чтобы отметить. Ну давайте поговорим тогда. Ну, знаете, если говорить про нулевые годы, то, конечно, это эпоха проникновения современных технологий на постсоветское пространство. Все-таки в 90-х годах как-то людям немножко не до этого было. Там они по рынкам бегали, кроссовки перепродавали, так утрированно. По крайней мере, там мое поколение и ребята постарше, да, зарабатывались первые капиталы. А вот свой первый мобильный телефон я получил в 2001 году, как раз-таки на день рождения. Мне друзья скинулись, причем половина друзей скинулась на мобильный телефон, а вторая половина на сим-карту, потому что тогда контракт на подключение, да-да, уважаемые наши зрители, тогда важно было даже не иметь мобильный телефон, а найти возможность подключиться к мобильному оператору, потому что пороги входа тогда были достаточно высокие для пользователей. И контракты, в принципе, стоили достаточно приличные деньги. Все это привело к тому, что в 2005 году я возглавил Евросеть в Республике Беларусь. Когда Евгений Чичваркин ее сюда решил приводить, я прям поучаствовал на общих основаниях в конкурсе управляющего. И было более 50, наверное, а то и 100 претендентов на должность генерального директора Евросети. И вот я ее прошел. Этот весь 8 собеседований там было. Вот. И на 8-м собеседовании вот мне сказали, что теперь ты будешь развивать Евросеть Беларуси. И когда я туда пришел в июне 2005 года, это был такой стол типа парта, телефон дисковый
И только одна девушка там работала только на постоянной основе, такой секретарь, грубо говоря, всего этого дела. А через 3 месяца мы открыли первый магазин в Минске по продаже мобильных телефонов. И сейчас, может быть, современной молодежи это смешно звучит, но тогда, когда мы привезли 80 моделей мобильных телефонов, на Октябрьской площади был наш магазин, наверное, первый год туда все ходили просто как на выставку. Люди не верили, что можно взять 80 телефонов и потрогать их руками, а еще и купить тут же прямо. Потому что в те годы, даже те, у кого были деньги на мобильные телефоны, хотя это уже прошло 4 года, например, после 2001, это уже 2005 год мы говорим, но тем не менее вот все эти первые половины нулевых годов раскроют страшную тайну современным нашим слушателям. 99% мобильных телефонов покупались нелегально. На рынке Ждановичи ты приезжал с деньгами, тебе вот так вот открывали, показывали тут фотографии телефонов, ты пальцем тыкал, тебе говорили через 3 контейнера налево. Вот так были мобильные телефоны у всех, в том числе даже и у госчиновников, прости меня, Господи. Такая была жизнь. И когда Евросеть привезла первые настоящие мобильные телефоны и начала делать это легально, а потом, когда мы еще через полгода кредиты банков подтянули, это сейчас потребительское кредитование, даже странно, как-то ты пришел в магазин что-нибудь купить из бытовой техники, и тебе не предлагают потребительский кредит. Так вот, я был первой организацией, которая подтянула банки на выдачу быстрых мобильных кредитов. С 2 банковыми-партнерами мы это делали, и это была прорывная технология. То есть можно было прийти и вот на моменте уйти с телефоном, имея там при себе там 10-20% его стоимости. Это сейчас тебе там за минуту пробивает всю твою историю, там все эти современные интернет и так далее. Ну и, конечно, интернет входил в жизнь в нулевых годах. Я помню, как для того, чтобы скачать фотографию, тебе надо было при наличии интернета ждать минуту, пока она загрузится. Сейчас мы это делаем с телефона, находясь в лифте на подземной парковке за 2 секунды, да, происходит, или вообще за 1 клик. Мы живем сейчас совершенно в другом мире, и наш мир был действительно, ну, такой фундамент был заложен, наверное, все-таки в 90-х, а вот тренды развития современного общества, в том числе и белорусского, были заложены однозначно в нулевых годах. Ну, например, я помню, как в конце 90-х годов мы делали один из первых публичных концертов Ляписа Трубецкого в университетах нашей Родины. Я там выступал как продюсер этого шоу вместе с Евгением Калмыковым. Мы там вот прокатывали Ляписов по вузам нашей страны. И было удивительно, что музыка, звучащая из каждого холодильника, как тогда можно было говорить, оказывается, это наши белорусские ребята, вот наши собственные молодцы. Это время становления шоу-биза нашего. Это время, я бы даже сказал бы, наверное, упорядочения всего этого дела. То есть все-таки 90-е это эпоха там грубого нала, это какие-то непонятные там полубилеты, полушто. А тут все-таки это все дело цивилизовалось. Розница цивилизовывалась. Мы в начале 2000 году имели, наверное, 95% продаж республика имела на открытых рынках, и 5% только шло через магазины. А уже в 2010-м это соотношение стало, наверное, скорее почти наоборот. Там 85 магазинов, 15% открытые рынки, да, какие-то частные предприниматели. То же самое и в шоу-бизе происходило. Ну и, пожалуй, важный момент, что появились такие проекты, как Белорусский телеклуб «Что, где, когда», как «Путешествие дилетанта», как какие-то иные телевизионные проекты, где могут люди, несущие в себе какой-то культурный код, проявить себя. В том числе белорусскоязычные программы, что тоже немаловажно, я считаю, для развития нашей самоидентичности. Поэтому телевизор... Я как представитель телесообщества могу сказать, что телевизор тоже развивался, и техническое обеспечение очень сильно развилось за эти годы. Когда мы начинали снимать «Что, где, когда» в 2008 году в Беларуси, у нас было на всю страну только 3 широкоугольных объектива, а по-другому клуб «Что, где, когда» снимать невозможно, потому что это очень маленькое пространство, а надо, чтобы зритель видел вот максимально широкий кадр. Все это привело к тому, что одна такая камера была на телеканале ОНТ, вторая на СТВ, третья на канале БТ1. И вот руководство ОНТ звонило и договаривалось с конкурентами: мы хотим запустить «Что, где, когда» в Беларуси, пожалуйста, одолжите нам вот каждый свою такую камеру. И мы их одалживали и таки сняли первые проекты «Что, где, когда». А уже потом пришла цифра. Вы знаете, я бы не хотел бы возвращаться в нулевые, мне очень хорошо сейчас живется, во-первых, внутренне хорошо. А во-вторых, в моей жизни происходило столько разнообразных счастливых случайностей и таких неожиданных встреч и знакомств, которые потом превращались в многолетнюю дружбу, а иногда даже и какой-то вот там бизнес, что я бы, наверное, побоялся повторить этот путь
Ну, потому что вот попадание в клуб «Что, где, когда» я вам рассказал, да, то есть это просто какое-то дело случая или дело решения какого-то там одного человека случайного, да, то есть это могло так получиться, могло не получиться.